Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие зрители, гости канала, пожалуйста, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои дорогие, огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки и пишет хорошие, добрые комментарии. Мое гадание будет на песке. Это старинное турецкое гадание, гаремное гадание. Называется оно Кумфал. И несмотря на то, что много-много лет назад оно было придумано в арабских странах, успешно перекочевало в Турцию. В Турции им увлекались в гаремах, девушки в гаремах всегда узнавали свою судьбу благодаря песочку. Но и в наши дни оно также имеет силу, имеет свою магию, свое притяжение. Очень многие в Турции гадают на песке, и это очень известное гадание. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию такую тему. Что думает о вас загаданный мужчина прямо сейчас? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своем мужчине, представьте его глаза, голос, улыбку, его объятия. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Что прямо сейчас думает обо мне? Ну, назовите его по имени, мой любимый человек. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. И будем смотреть. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы, на все ваши интересующие, вернее, на все темы, которые вас интересуют. Итак, что думает загаданный вами человек о вас прямо сейчас? Так, ну что, думает он о вас очень много, и мыслей очень-очень много. Мысли, смотрите, какие разные, а они очень хаотичные. Здесь мужчина как будто бы, ну не знаю, столкнулся перед какой-то дилеммой. С одной стороны, он безумно к вам привязан, он желает вас, безумно желает, просто чувства какие-то огненные, страстные. Но с другой стороны, есть какой-то момент, который ему не нравится, который его не устраивает. То есть, смотрите, ситуация. Если мужчина не свободен, то этот мужчина не готов в данный момент отказаться от своей семьи, от своей семейственности, потому что, ну, скажем так, любви я у него не вижу, к жене, например, да, но я вижу у него его семейственность. Это, например, привязанность к детям, какой-то там уровень ответственности, да, за детей, за семью. И плюс к тому, ну, деньги. Деньги для него это не последний звук, да, он постоянно думает о деньгах, и они для него очень важны. Вот это вот деньга, прям, знаете, прям рядом с сердцем у него выходит. И вы, понимаете, вы вот в его глазах, конечно же, пара, и вы для него вот прям идеальная, очень желанная, вы как-то его прям настолько сильно возбуждаете, что он просто иногда вот как, не знаю, глупый мальчишка, постоянно думает о вас и даже может заниматься на вашу фотографию всякими такими делами, скажем так, да. Поэтому ему не нравится, что он так сильно на вас залип, что его так сильно к вам тянет, и то, что вы как-то полностью переворачиваете его жизнь. Он все время думает, блин, ну как же так? Как так могло случиться, что я так сильно залип? Понимаете, для него это все как-то в легкую начиналось, в легкую он заходил на эти отношения. Он считал, что вы, ну, скажем так, да, ну, повстречаетесь, ну, порадуете друг друга в постели, а потом вот разойдетесь, как в море корабли. Но нет, так не вышло. Вышло наоборот, случилась огромная любовь. И от этой любви, кстати, есть еще и ревность. Ревность очень сильная. И мужчина, знаете, тут и желание, и ревность. Он просто горит к вам. Иногда этот мужчина, я вижу, он может прятаться, пропадать. Он как, знаете, как, ну, исчезает из вашей жизни. Он действительно от вас прячется. Ему кажется, что если он прячется, то вы его, ну, не можете загипнотизировать и как-то уберечь. Вот. Вернее, испортить его, да, к тебе как-то привлечь. Но это не так. Чем дальше он от вас прячется, тем больше вас хочется. Не знаю, здесь машина такая, вы знаете, вышла у него, и он как будто бы постоянно бежит от вас. Вот он садится на машину и бежит. Уезжает, куда глаза глядят, там придумывает себе какие-то дела. А главное, чтобы там не полностью не попадать под вашу
магию под ваши силы. А магия у вас очень сильная, понимаете? Я не знаю, что вы творите с этим мужчиной, как вы добились такого результата. Ну, вы у него в голове просто 24/7. Вот как ни крути. Думает, скучает, переживает. Когда он долго от вас никакой весточки не получает, его прям, знаете, у него ломка начинается. Здесь я вижу ситуация такая, что больше женщина активность проявляет, да, там пишет, звонит, как-то, ну, он о себе напоминает, скажем так, да, мужчина более такой, как бы сдержанный идет в отношениях, но, тем не менее, он привык к этому и, ну, скажем так, он верит в вас, да, когда вы ему все время пишете, он может там возмущаться, типа, зачем ты так часто пишешь, зачем ты так часто звонишь, а на самом деле он, ну, просто он как на 7-м небе от счастья, когда от вас приходит смс-очка, он часто очень смотрит на телефон, да, вот написала, почему не пишешь, да, он даже может с вами как-то так спорить в голове, почему ты мне не пишешь, почему уже прошло там 5 минут, целых 5 минут, а ты мне еще ни одного там смайлика не прислала и ни одной там, не знаю, обнимашечки. То есть здесь мужчина такой. Так, а еще я вижу, что он очень много думает почему-то о своей машине. Машина у него как-то на первом месте, и он хотел бы, может, не знаю, там вас куда-то отвезти, покатать на машине, может, там хотел бы ее, может, поремонтировать, чтобы с вами куда-то поехать. Здесь очень много мыслей о машине и о вас. Может, вы встречаетесь в его машине, да. Кстати, о птичках. Может быть даже такой момент, что мужчина хотел бы вам машину подарить. Там, не знаю, какой-нибудь праздник, день рождения. То есть он об этом думает. Еще такой момент идет. Вот мужчина, да, вот он вас видит просто вот. Смотрите, какая вы здесь красивая у него, да, с красивыми крыльями. То есть каким-то ангелом необычным. Он считает, что вы, ну, просто подарок судьбы в его жизнь. И он будет дурак, если он этот подарок упустит. Но с другой стороны, он себя в лоб бьет, и он не понимает, как можно вот, скажем так, довериться настолько сильной любви, как может быть настолько сильная любовь, не обман ли это, не обманется ли он. Тут у мужчины очень сильно развито чувство самосохранения, я вам скажу. Такой мужчина, немножечко хитренький, да, непростой, как ни крути, вот. Есть в нем какая-то выгода и очень много вопросов по поводу вас. Даже вот здесь маленький вопрос, прямо у него в центре, в голове вырисовался, в его мозгу вопрос. Что мне делать, кто она такая, кто она для меня, стоит, не стоит, нужно, не нужно. Очень он мучается этим вопросом. И смотрите, еще раз, да, если он не свободный, то вот та женщина, с которой он рядом, но он ее побаивается, понимаете, он побаивается, что она его может чего-то лишить. Но тут даже не про любовь, не про секс, тут больше скорее, наверное, деньги, дети, да, вот боится, что она ему будет мстить через детей, либо там придется с ней делиться денежкой, да, вот как ни крути, ему не хочется, он от этого уходит, убегает, и вообще для него это деньги, не знаю, какая-то болезненная тема, особенно вот делиться этими деньгами, да. То есть, смотрите, мужчина хотел бы вам, например, машину подарить, но он только этого хочет, да, он будет еще долго думать, сомневаться, там, обдумывать варианты, да, там, присматривать, скажем так, варианты, да, что тут такого, иди купи, если хочешь своей девочке подарить что-то, порадовать, нет, это такой, типа, я хочу, он, кстати, может вам и говорить, что я хочу тебе там подарить что-то, да, но, честно, долго вам придется ждать от этого мужчины. Так, здесь, смотрите, вышел прям целый половник, видите? Вот черпачок, половник, как он там называется, правильно, не знаю. В моей семье всегда называли половник. Здесь мужчина, не знаю, то ли он представляет, что вы какая-то супер хозяйка такая, знаете, на все ручки, да, золотые ручки у вас, то ли вы действительно его чем-то угощали вкусным, и он до сих пор это вспоминает и забыть этого не может. Вот, и либо мужчина, кстати, надеется попробовать то, что вы готовите. Потому что прям у него, знаете, как он думает об этом, прям слюнки текут, да, и он прям, прям голодный, да, становится. Хочу попробовать, мне очень интересно, как она готовит, какая она. Так, еще тот момент, у него в голове какие-то два дела очень важных. Я не знаю, связано они с вами или нет, но он почему-то об этом прям очень сильно думает. И одно дело, оно, возможно, потребует от него какой-то поездки. Может, кстати, как командировку поедет, либо куда-то вот далеко. Может, он вам захочет тоже предложить, там, составить ему компанию. Ну, а вы уже там думаете, решаете, стоит вам, либо нет. Но другое дело, оно какое-то более вот приземленное и
совсем скоро он это дело будет делать. Оно с вами вообще как-то не связано. Единственное, что там время у него уйдет на это дело. Может переживать, что там с вами не сможет встретиться, либо придется тратить время на что-то другое, не на вас. Так, давайте еще посмотрим. Что у мужчины в голове? Что он думает о вас прямо здесь и прямо сейчас? Так, любовь, любовная, тут прям сердце большое, полное. Тут вторая половиночка и глаза. Мужчина постоянно за вами следит, вот как хотите, следит везде, во всех возможных местах. Очень много у него к вам вопросов скопилось. Вот даже кто не верит, смотрите, большой знак вопроса, видите? Большой знак вопроса, очень много вопросов. И ответов нет, понимаете, он мучается, ответов-то нет. Что я буду делать? Я за ней буду следить. Так что, мои дорогие девочки, кого мужчина живет с вами, да, с кем вы там встречаетесь, проверяйте, потому что он может залезть и в сумку, он может в телефон залезть, он может и почту вашу взломать. То есть здесь такой, знаете, хитрый жук, он будет пробовать все варианты, чтобы узнать, кто, где, там, места, явки, люди. То есть вот это ему очень интересно и важно, он будет это узнавать любой ценой, любыми возможными способами. Мужчина скрывает свои истинные чувства, скрывает свою ревность, а она просто, понимаете, сумасшедшая, очень сильно жжет, прямо его жжет, и в одном месте у него постоянно чешется, скажем так, да. Безумные эмоции вы в нем вызываете. Эти эмоции его пугают. С одной стороны, они его вверх поднимают, да, от счастья, он там на 7 небе, Господи, у меня такая женщина, как же я счастлив. С другой стороны, они его пугают, потому что очень сильная идет привязка, очень сильная. Здесь бабочка легкая, легких хотел бы отношений, легких, таких, знаете, ни к чему не обязывающих, там, куплю, люблю и полетели. Вот это ему хочется. Но нет, уже слишком поздно, уже слишком все далеко зашло. Есть влюбленность, есть прям такая очень сильная привязка, и от нее не уйти. Кстати, у кого-то мужчина пытался уйти, либо, кстати, думает, да, вот как я могу там вырваться из плена любви этой женщины, что мне сделать, как мне от этого убежать, как мне стать сильнее, чем эта любовь. Нет, не получается, дорогой, у тебя не получится. Ты уже полностью залип, и ничего с этим не делать. Люби, смирись и люби, скажем так. Так, а здесь у мужчины еще есть такой момент. Есть какая-то другая женщина, она совсем какая-то, знаете, не знаю, то ли залетная какая-то, то ли случайная. Эта другая женщина к нему, наверное, подкатывает, да, потому что он ее, вот у него она в голове вырисовалась, да, как будто бы вот она женщина с пустой головой, да. И он на нее очень сильно злится. Он злится, что она к нему, скорее всего, проявляет интерес, а он ее, скажем так, не может послать. Вот это его очень беспокоит, и он очень сильно беспокоится, что вы, например, об этом узнаете, да, и будет какой-то неприятный момент, да, момент дискомфорта, момент выяснения отношений. Так что, мои дорогие девочки, знайте, что за ним ухлёстывает еще какая-то дама. Да, причем он ее считает, вот реально он считает ее пустоголовой, да, вот такой какой-то ветреной, особой, там, несерьезной. Так, здесь еще у него мечты, есть какая-то мечта, связанная с тем, чтобы, не знаю, как-то с вами время провести, то есть куда-то с вами сходить, в какое-то место, может, у вас есть какое-то ваше место, да, куда вы раньше ходили, но я не знаю, то ли это место закрыто, то ли нет возможности туда попасть, он из-за этого переживает. И знаете, тут мужчина даже думает, может, там я что-то дома сам организую, там что-то для любимой своей сделаю. Вот такая идет ситуация. Знаете, вот как бы он от вас не бежал, как бы он там что-то себе в голове не крутил, у него все равно все дороги идут к вам. Понимаете, вы для него просто центр, вы для него какая-то вот чаша, прекраснейшая чаша, из которой он пьет. Он пьет вашу молодость, вашу энергию, вашу красоту. Не знаю, он как бы, знаете, вами насытиться не может. Вот такая даже ситуация идет. Сколько бы вы там ему не давали тепла, нежности, там, эмоций, да, там, интимных радостей, ему все время как будто бы мало, я хочу еще, мне не хватает. Прям такой, знаете, мужчина такой, нельзя его удовлетворить, не знаю, какой-то такой
неугомонный, да. Так, здесь еще момент такой проходит, как у мужчины что-то от вас есть, что-то он у вас, ну, взял, не знаю, украл, либо там случайно вы где-то оставили. Вот какая-то маленькая вещичка, он постоянно смотрит на эту вещичку и прям чувствует ваш запах. Не знаю, что это такое, но он, знаете, как будто бы все время вот ее в руках держит, даже нюхает иногда. Вот такая интимная подробность из жизни вашего мужчины. Но для мужчины вы, конечно, загадка. Вы взрываете его мозг тем, что вы загадка, то, что он вас разгадать не может. Сколько бы он ни пытался, вы понимаете, девочки, вы, не знаю, специально ли, случайно ли, но здесь просто какая-то вот, не знаю, мега-девушка, да, которая смогла разбудить вот этот невероятный инстинкт охотника в этом мужчине. И этот мужчина, он просто бесится от того, что он вас не может полностью разгадать, скажем так, да, не может ответить на все свои вопросы. И пока вот эта ситуация есть, я вам говорю, он в ваших руках. Если он там бегает, ведет себя странно, поверьте, это все потому, что он с ума сходит по вам, потому что он чувствует, что теряется, вот теряется в глубине ваших глаз, в теплоте ваших рук. Поэтому, честно говорю, вот этого мужчину можно вот реально вот брать горяченьким, что называется, да. Он долго так не сможет, потому что чувства, эмоции намного сильнее. У мужчины есть любовь, любовь большая, любовь сильная. Но мужчина немножечко хитрый, понимаете, вот в этом вся и проблема. Он пытается сам себя перехитрить, да, от любви не убежать, но он почему-то считает, что я там могу что-то себе выдурить, да, что-то себе получить. Но пусть еще, скажем так, немножечко себя поутешает этими мыслями, но все равно он ваш. От вас он никуда не денется. Вопрос другой, что он сможет вам дать, но это будем смотреть в следующих гаданиях. Пока, вот, мои милые, так, вы его сделали, скажем так, да, он о вас не забывает, он о вас постоянно думает и о вас постоянно мечтает. На этом гадание мое закончено. Если гадание понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.